Сегодня у нас в гостях Тимур. Для контекста, что я знаю о тебе и как мы вообще с тобой познакомились. Это произошло в Бишкеке. Я знаю, что ты занимаешься образованием. Я знаю, что на сегодняшний день ты работаешь в Международном университете Алату, да? Алату. Сам родом из Башкортостана, выпускник знаменитого ранее, как это называлось, турецкого лицея. Непосредственно там работал. Я знаю, что у тебя есть две книги: «Дух лицея», да, как сделать так, чтобы ученики навсегда полюбили родную школу, и «Детская среда в исламе», как передать культуру следующему поколению. Лично я их пока не читал, но про это, наверное, поговорим, какие-то тезисы мы тоже из этого возьмем, да. Все ли я правильно о тебе сказал? Возможно, что-то упустил, может быть, что ты сам добавишь. Мгм. Ну, я действительно учился и работал в лицее. Он назывался уже тогда Республиканский башкирский лицей-интернат. Мгм. То есть он был реорганизован. Здесь я действительно работаю в университете. Еще можно отметить, что я, получается, в России работал в Российской академии наук, Мгм. в Институте этнологических исследований имени Кузиева. То есть я изучал антропологию. Мгм. Моя именно дисциплина называется антропология образования. То есть как культура влияет на образование, как образование влияет на культуру. Мгм. И в этом смысле, мне вот эти процессы интересны, потому что, эта область становится такой как бы слепым пятном для исследователей. Хотя, конечно, оно имеет большое значение. То есть оно влияет в том числе на, получается, место народа и народов в истории, да. Мгм. Воспитательные практики имеют очень серьезное значение и влияют на преуспевание, на экономическое, культурное место народов в истории. И мне вот в этом смысле это было интересно изучать. Да, здесь я тоже занимаюсь исследованиями, я преподаю на кафедре педагогики, Мгм. веду такие предметы, как методы исследования, история образования, сравнительное образование. И еще, занимаюсь исследованием, получается, процессов элитарного образования, то есть Мгм. как, получается, представители привилегированных классов воспитывают своих детей. Мгм. Вот это, собственно, моя научная область. И религиозное образование тоже как бы в этом смысле мне интересно, Мгм. потому что тесно связано с моим направлением исследований. А что вообще побудило пойти, то есть в эту степь, условно говоря? Антропология образования, правильно? Мгм. Тебе как лучше вообще тебе Э, именовать, да, антрополог, этнолог? Антропологом можно назвать, да, то есть потому что мне, побудило, я закончил исторический факультет Мгм. Башкирского государственного университета в 2012 году, и потом, получается, вот я выбирал, чем заниматься, да, и вот было такое предложение о том, чтобы поступить в такой институт, потому что моя дипломная работа была связана с языковой образовательной политикой. Мгм. Диплом был посвящен этой теме, и потом я решил, получается, вот продолжить. Ну и там уже выбрал тему, касающуюся религиозного образования. И вот там уже предмет в России ведется, вот он называется «Основа религиозных культур и светской этики». Мгм. То есть там вот в начальной школе он преподается в 4 классе. Ну, я пошел дальше, получается, и Мгм. как-то, начал в целом как бы копать в эту тему. И помимо этой темы, да, то есть сопутствующие темы вокруг этой темы начал изучать. Мгм. Но с 2022 года ты работаешь, живешь в Бишкеке, Да, Кыргызстан. да, да. Я Ага. переехал сюда. Мгм. Э, да, и да, мне здесь очень нравится. Здесь очень такая именно хорошая обстановка. Здесь, с одной стороны, получается, я, имею, многие преимущества, да, то есть Мгм. в плане работы. То есть мне здесь, допустим, я преподаю на английском языке, Мгм. и, то есть имею возможность, получается, быть ближе к международному научному сообществу. В этом смысле, конечно, это было, как, с точки зрения времени, хорошее решение. Мгм. А если сравнивать там Башкортостан, Кыргызстан, насколько, то есть твой переезд, не знаю, сильно тебя трансформировал? Какие-то изменения были или ты абсолютно ничего не почувствовал? Нет, конечно, я почувствовал, именно здесь это такое место, пространство саморефлексии, потому Мгм. что, во взаимодействии с чужой культурой все равно как бы кыргызы не были близки к башкирам, да.
Мгм. или как кыргызы бы не были близки к русским, да, имея общую такую 70-летнюю судьбу, тем не менее, конечно же, все равно они отличаются. И в этом смысле, вот в этом, познавая, получается, других, познавая другую культуру, ну, я познавал самого себя, в первую очередь, да, познавал собственную культуру, мне некоторые вещи стали, ну, более понятны, да, и определённо всё равно, и в любом случае, даже как бы, гостеприимно не относились люди здесь, да, всё равно, человек остается все равно эмигрантом, да, в Мгм. другой стране. И в этом смысле, будучи, получается, эмигрантом, как бы, есть определенное одиночество, есть, получается, потеря социальных связей, потому что выстраивать социальные связи после, там, условно говоря, после 20 и после 30, но после 30 это делать, естественно, намного сложнее. И поэтому, находясь вот такой, чужой среде, происходил такой процесс самопознания, который, ну, давал какие-то такие, ну, открытия, да, инсайты, как бы сейчас сказали. В этом смысле это было очень полезно. И с точки зрения собственной какой-то вот именно глубины научных исследований, оценки тех или иных, М. происходила определенная переоценка ценностей, какая-то вот такая мировоззренческая трансформация. Ну, может быть, такая, ну, определенная эволюция взглядов, естественно, происходила, да. Вообще, сегодня я еще не обозначил, хотелось бы поговорить в том числе и про, да, историю, про личность, про тебя, про твой переезд, да, твои какие-то изменения. Много событий, которые касаются, в частности, башкирского народа, так как мы с тобой являемся представителями именно этого народа, да. И вот, говоря уже про башкир и кыргызов, то есть многие башкиры это подчеркивают, что кыргызы, больше по своему менталитету, похожи на башкир, даже нежели чем наши, братья татары, казахи, узбеки. Вот, ну, чисто из твоих наблюдений, непосредственно эмпирических, и в целом по твоим знаниям, насколько это правда? Это действительно правда, потому что, башкиры, как и кыргызы, у них, это народы, которые были кочевниками. Ну, то Мгм. есть в Кыргызстане вот этот как бы бэкграунд именно кочевой даже оставался еще дольше, и сейчас, получается, есть, э, жители Кыргызстана, которые, так или иначе занимаются, да, там какими-то элементами кочевого хозяйства, Я заметил, интегрируют. это когда ездил на Иссык-Куль, у них там даже, на участках, в аулах есть и стоят юрты у некоторых кыргызов, да, то есть это очень. И в каждом ауле еще есть команда по кокбуре, да, то есть там, козлодранию, Мгм, соревнований. мгм. Это очень необычно. Да, и вот это вот, получается, собственно, получается, в этом смысле, да, кыргызы, казахи и башкиры, да, они между собой похожи, как народы-кочевники, да, народы, которые жили, получается, в юртах, это тюркские народы. Э, и да, а если мы говорим, допустим, про татар или узбеков, это народы, у которых, в Мгм. основе своей были земледельцы. То есть если в древности, ну, исходя из этого, да, получается, исходя из механизмов адаптации человека к среде, формируется мировоззрение, получается, Мгм. как реакция человека на то, чтобы выжить и преуспеть в этом пространстве. Поэтому, конечно же, ну, естественно, у башкир и татар самая близкая языковая, да, то Мгм. есть Ну, и самый близкий язык, да, самое лучшее понимание, но вот именно в плане менталитета, конечно, народы с кочевым прошлым ментально ближе к башкирам. Мгм. Хотя, конечно, и здесь тоже происходит процесс синтеза, да, то есть, допустим, там на юге очень сильное влияние там вот эти Мгм. земледельческой культуры, влияние узбекского народа, взаимовлияние, да, взаимовлияние культур происходит и в Башкортостане, влияние, элементы татарской культуры интегрируются в башкирскую и наоборот, собственно. Мгм. Но ты упомянул про земледелие, что вот узбеки и казахи, да, у них больше, Узбеки и татары. узбеки, татары, да, у них, то есть, больше была земледельская культура, а у кыргызов, у башкир как таковой. То есть я помню, ты рассказывал, некую трансформация у них была, то есть, да, то Мгм. есть они, там, допустим, крупнейший демографический кризис, башкиры пережили даже не во время восстаний, когда сжигали целые деревни, а именно когда, пришел, то есть, кантонное управление и переход, к земледелию. Можешь, раскрыть вот эту еще тему? Ну, да, вот это, получается, да, кантонная система управления действительно была, ну, такая, очень такая мрачная страница, да, в Мгм. истории башкир. То есть она и после, там, 18 века, века восстания, да, то есть в эпоху кантонного управления, да, когда башкиры, получается, несли на себе функции, получается, такого военного служила Мгм. сословия, да, с одной стороны, а с другой стороны,
несли их, получается, ну, так скажем, ну, понуждали к тому, чтобы они переходили на земледельческий образ жизни. Мгм. Естественно, это вызывало, ну, определенный, ну, шок для культуры. То есть люди, получается, много веков жили при одном укладе и вынуждены таким образом переходить к другому. Естественно, ну, конечно, это приходит. То есть, ну, меняться это очень было сложно. Да, возможно быть, ну, как бы, то есть могло ли быть по-другому? Да, наверняка могло быть. Но сама просто, да, система управления в Российской империи, да, ну, она, ну, не рассматривала, наверное, таких вариантов, чтобы как-то это сделать более, ну, постепенный переход. Мгм. А переход, допустим, к земледелию, как это повлияло на демографию в частности? Ну, так прям цифрами не оперирую. Ага. Ну, то есть у меня нет таких, но мы видим, да, что, собственно, Мгм. там какие-то вот такие графики разные ходят, да, то есть что, да, действительно там численность начала снижаться. Но она снижалась практически вплоть до советской власти. Мгм. Как ни странно, то есть именно при советской власти, да, то есть башкиры получили, ну, такой необходимый, то есть покой для развития своей собственной культуры. Вот здесь есть, это не мое мнение, но я уверен, что могут сказать, то есть другое противоречие, то, что там в советское время, с одной стороны, была, да, то есть коренизация, то есть упор на то, чтобы выявлять новые образы, да, сопоставлять, развивать язык, культуру. С другой стороны, там была политика русификации в том числе. То есть, да, две стороны медали. Вот поэтому некоторые могут тебе сказать, вот там, не знаю, были репрессии, много деятелей культур, не только у башкирского народа, да и у любого, там, в том числе у русских, да, было пожертвовано. То есть, как ты ответишь на такой тезис? Ну, конечно, было все. Это Мгм. если были и мрачные страницы, были и положительные страницы. То есть так это как бы. И вот, собственно, в результате вот этой амбивалентности как Мгм. раз-таки, ну, формируется вот это, получается, э, скажем, такая этнопсихология башкирского народа, да. С одной стороны, получается, гордость, с Мгм. другой стороны, получается, травма, да, то есть такое как бы обида. С одной стороны, получается, чувство, получается, тщеславия, там, а с другой стороны, это чувство унижения, какое-то вот, которое там так или иначе есть в дистанции. С одной стороны, получается, какие-то, да, то есть желание жить, творить, созидать, а с Мгм. другой стороны, получается, ну, невозможность, да, опереться, да, то есть как бы, потому что, ну, так или иначе, политические какие-то климаты меняются, приходят там одни варианты, да, которые поощряют, да, развитие, получается, Мгм. культуры, приходят другие, которые как раз-таки этот. Так, ну, да, ну, это сама сложность, то есть этого, да, конечно, это связано, получается, с самим российским государством, которое тоже переживает определенные процессы, да, Мгм. скажем так, внутренней такой трансформации постоянно. Да, в этом смысле нужно, получается, может быть, ну, подумать о том, как вот именно восстановить субъектность, то, чтобы башкиры, получается, не опирались вот на вот эту обиду, да. Ну, об этом говорит Фридрих Ницше. Мгм. То есть он говорит, вводит понятие ресентимента, да, то есть когда народ испытывает обиду за свои прошлые унижения или какие-то травмы, и тем самым, получается, вот это вот оно накапливается, да, и в итоге как бы люди там бессознательно перекладывают ответственность за свои проблемы на других. Оно становится какой-то такой нормой поведения. То есть ресентимент есть у всех народов в той или Мгм. иной форме, да, то есть которые переживали те или иные трагические события в прошлом. То есть ресентимент там, то есть И Россия переживала, да, то есть ГДР да, Германия переживала, да, то есть после Первой мировой войны, да, что и, собственно, стало клапаном, который способствовал началу Второй мировой войны. У России сейчас ресентимент по поводу того, что потери, да, то есть Советского Союза, и у Англии, да, то есть как-то тоже есть, присутствует ресентимент, да, потери Британской империи. Вот, Мгм. плюс еще есть, да, в Африке очень сильный, да, ресентимент у многих народов, да, которые находились в колониальном прошлом. Мгм. И таким образом, да, то есть находились, ну, там тоже там были страшные чистки, да, там и всё, геноциды и прочее. И это, конечно же, то есть это не что-то новое. В этом смысле башкиры не переживают какую-то там уникальную историческую судьбу. Мгм. Но башкир — это, получается, вот разные восстания, репрессии, Мгм. насколько я понимаю, да, то есть это сейчас ресентимент, и оно на сегодняшний день влияет на нас негативно.
Нет, не обязательно. То есть все зависит от самого человека. Мгм. Собственно, как он именно, вот эту, как он справляется с этой Восприятие травмой, ситуации. от восприятия этой травмы. Потому что можно сказать: "Да, вот нас обидели, и мы, получается, были убиты". А с другой стороны, есть какой-то вот героический, да, нарратив, да, что вот, получается, несмотря на то, что у нас были, получается, определенные, да, трудности, мы с этим, получается, справились, да, и в итоге смогли себя, ну, как-то как раз доказать свою субъектность. Мгм. То есть поэтому как раз, да, и в этом смысле как бы появляются какие-то герои, да, ну, которые как раз являются олицетворением этой истории. Ну, вот это уже такая этнопсихология, получается, здесь еще такой термин есть, выученная беспомощность, да, то есть, Мгм. ну, как будто бы сейчас, если мы наблюдаем, то есть вот это вот понятие выученная беспомощность, оно очень много. То есть, да, Мгм. то есть всегда огромный, да, запрос на справедливость, она всегда была и, понятное дело, всегда будет, но при этом, то есть каких-то конкретных действий личности по отношению к самому себе, да, есть некий рост, но мы наблюдаем его очень в малых количествах, как будто бы. Мгм. Как ты считаешь? Ну, здесь дело в том, что как бы башкиры, Мгм. они из-за того, что, ну, 500 лет находились, получается, в тесном взаимодействии, и жили одной жизнью других народов Урал-Поволжья, русские, Мгм. татары, финно-угорские народы, да, восточнославянские народы. Конечно же, ну, они, по сути, как бы, на значительной, ну, вот норму поведения восприняли поведение. И она как бы, эта динамика, она очень схожа, да. То есть, допустим, демографически. Мгм. И, конечно, ну, выученная беспомощность, она, сейчас, сложно, наверное, ее применить по отношению к какому-то конкретному этносу, Мгм. потому что все народы примерно живут одной, как бы, жизнью. Есть отличия между, допустим, там, городскими Мгм. и сельскими. Есть отличия между, там, условно говоря, жителями столиц, которые более динамичные, направлены на саморазвитие, да, там, и жителями там, ну, каких-нибудь городов, которые находятся, ну, в таком упадке, да. Все это как бы очень сильно, ну, накладывается. То есть в этом смысле там каждый башкир — это отдельная судьба, ее нужно разбирать конкретно отдельно, да. И еще момент имеет значение, то есть, насколько сильно важна для него вот эта этническая идентичность, насколько он готов там ради нее чем-то, ну, жертвовать, проявлять себя, вкладываться, да. И поэтому, конечно, да, то есть, если мы говорим с точки зрения вот этой инерции, которая была в 20 веке, то, конечно, башкиры, ну, скажем так, несут на себе вот эти, трудности, да. Допустим, условно говоря, башкиры были более сельским этносом, Мгм. потому что чем, допустим, например, там татары или русские. Мгм. То есть, а сейчас как бы происходит урбанизация, и башкиры переезжают в города. И в городах, ну, тоже у них первое поколение всегда адаптируется. Ну, вот, то есть вот этот фильм, да, "Слово пацана", это же как бы было связано, там же сразу нескольких вещей. То есть, получается, выходцы из сельской местности переехали в город, вынуждены были работать, за детьми не смотрели, и поэтому там их, как бы дети, да, Мгм. ну, там, ну, сами себе были предоставлены, да. И плюс это наложилось на экономический кризис, да, там, 80-х, 90-х годов, Мгм. и, соответственно, создало такую ситуацию. И здесь то же самое получается. То есть с поправкой на время, конечно, то есть что башкиры, то есть урбанизироваться стали, позже. Но, с другой стороны, за счет того, что они жили в сельской местности, у них демографическое поведение было, ну, намного лучше, то есть выше, чем у других народов, Мгм. которые, скажем так, то есть слишком много факторов влияет на это все. И мы сейчас поэтому видим, да, что, в принципе, ну, есть очень такие сильные, да, самодостаточные, уверенные в себе люди самых разных национальностей. Башкиры, русские, татары, кто угодно. Ну, это все зависит от фокуса. То есть то, что мы сами, там, представители своего народа, естественно, у нас фокус на нас больше, мы что-то больше видим, в том числе и позитивные, негативные проявления, и какие-то негативные проявления можем исключительно накладывать, наверное, на самого себя. То есть там, Мгм. допустим, какие-то стереотипы появляются. Да-да-да, Насколько я это понимаю. стереотип. То есть, в этом смысле, да, то есть какой-то человек может быть стереотип, то есть раз, получается, я представитель этого какой-то народа, да, то есть мне, как бы, то есть, значит, я преуспею меньше в жизни, допустим, или это, конечно. Мгм. Ну, хотя, конечно, не все сводится к этому. Конечно, потому что, с другой стороны, мы, важны понимать, что есть вот религиозные процессы в Мгм. обществе. То есть потому что как раз таки, ну,
в последние десятилетия мы видим, да, что среди людей, которые как-то активно проявляют себя в общественной жизни, в культурной жизни, в социальной там или политической жизни, это люди, у которых вот именно бэкграунд связан именно с исламом. То есть это, видимо, ну, здесь потому что, конечно, как религия, как в данном случае Мгм. сверхмировоззрение, да, то есть дает именно вот эту необходимую опору как бы в повседневной жизни, в обеспечении, то есть нормальных социальных, человеческих, семейных отношений. И таким образом, ну и, соответственно, дает возможность человеку быть более сильным и храбрым, чем он был бы, если бы у него этой опоры не было бы. Опора, ну, на вечное. То есть Да. то, что Мгм. превосходит его Да, мы многократно. к этому еще вернемся. Ты еще упомянул про служливость, да, то есть башкиры, они служили, то Мгм. есть когда это интересные качества, которые, то есть его можно противоставить, ему можно, кому-то это, возможно, даже не понравится такое качество, но в этом ты находишь определенные плюсы, насколько я понимаю, да, то есть его можно применить наилучшим образом, чтобы народ стал свободнее, да, то есть Мгм. как это сделать? Ну, да, башкиры были вот это военнослуживым сословием. Мгм. Башкиров, ну, за всю их историю не было независимого государства. У башкир не было в прошлом империи. Мгм. То есть у них не было той такой, допустим, как субъектности, как у многих других народов, да. То есть вот даже у татар, например, было свое собственное государство, да. И это как бы является для них каким-то, важной Мгм. частью вот этого исторического нарратива. А у башкиры, да, получается, были, у них как бы так государственное образование были, там союзы племен, еще что-то, но как именно как государство в полном смысле этого слова не было. И поэтому башкиры находились вначале, получается, в составе монгольской, Золотой Орды, да, Да. а потом, получается, в составе, получается, русского государства. И о них, да, вот в этом смысле, да, было понимание, то есть служение, да, они как бы служили на определенных условиях, то есть сохранение веры и сохранение земли, Ну, которые нарушались. ну, да, которые нарушались, и когда они совсем, то есть дистанция между договором и, как называется, и Мгм. его выполнением была слишком очевидно позорной, да, то есть тогда, получается, башкиры поднимали восстание. Мгм. Когда, то есть потому что для башкир чувство справедливости, да, очень, важно. Вот эта борьба за свободу, понимание свободы, да, свободу, то есть очень, свобода очень сложное, да, понятие, но тем не менее, вот мы можем так выразить, что он для них это было очень важно. И, конечно же, в этом смысле, да, то есть, как мы говорим, вот если идея, получается, вот этого служения, нужно поднять на более высокий уровень абстракции, то есть, собственно, если человек, получается, служит только, получается, Богу, Мгм. Всевышнему, то тогда, получается, все какие-то промежуточные, варианты являются для него неважными. То Мгм. если человек свою систему координат выстраивает, исходя только из одного господина, который, Мгм. получается, никогда не умрет, то тогда он, получается, будет, поступать, не будет бояться каких-то промежуточных вещей, да. И она даст ему необходимое вдохновение для той субъектности, которой ему так не хватает. И в том числе и для башкир, как для этноса, это тоже может стать, исцелением. Мгм. Кто-то может, здесь сказать, что, не знаю, это элементы теократии, может быть, не знаю, элементы утопии. Мгм. А, Ну, насколько как бы этот, здесь, конечно, теократия — это когда власть принадлежит жрецам. Ага, ну, Это как раз таки, монархия условно какая-то. это плохо, да, то есть Мгм. потому что, жрецы, они, не самые, сильное, скажем так, сословие, да, условно говоря, потому что, а башкиры по своему, получается, вот как бы архивам были больше воинами, да, то есть, Мгм. и я думаю, что здесь не будет проблемы, потому что, для них это будет, конечно, сейчас как бы метафора вот этого как бы воина, да, то есть она сменилась, то Мгм. есть здесь, может быть, человек будет как-то в других сферах проявляться, да, то есть, допустим, вести свой бой, в кавычках, да, на поле науки, на поле образования, на поле культуры. И таким образом, да, то есть, и если еще у него будет вот эта идея служения, то есть каким-то образом достигать, стремиться к каким-то вершинам духа на этом поприще, то это, конечно, всех очень сильно обогатит культуру.
Мгм. Ну вот если посмотреть на историю с точки зрения, то есть там, не знаю, довольно короткий отрезок, но все равно, допустим, восстаний было много. Они повторялись циклами, то есть постоянно что-то нарушалось. То есть это как будто искусственный интеллект пытается учиться на своих ошибках, да, вот таким образом народ повторяет те же ошибки, приходит там, да, восстание когда-то прекращаются, приходит другая форма противостояния, там в Советском Союзе, в том числе, там, начиная от репрессий, Голодомора, заканчивая какими-то событиями во время Великой Отечественной войны. В 20 веке это, опять же, вот какие-то языковые, экологические проблемы, протесты, но ничего не меняется. То есть вот для чего все это происходит? Это нормальный исторический процесс или мы чего-то не понимаем, к чему-то не можем прийти, как ты думаешь? Мгм. Ну, вообще, смотрите, идея страдания, Мгм. как бы была абсолютно, ну, абсолютно нормальной. Мы живем в эпоху, скажем так, комфорта последние, ну, условно говоря, 30. ну, как бы, ну, допустим, там 50 лет. Горячая вода, канализация, водопровод, эти, да, отсутствие болезней, то есть низкая детская смертность, Мгм. и достаточно длительная продолжительность жизни — это как бы норма только вот этого последнего века. До этого человек всегда ну, находился в состоянии страдания, неважно, где он жил. Мгм. Холод, то есть экстремальный холод был, да, получается, высокая детская смертность, постоянные болезни, постоянно какие-то зуды человек испытывал, да. То есть он же жил в очень ужасных условиях. И Войны, да. да, войны — это как бы абсолютно естественное было состояние, когда там получается, и там стабильно, да, каждый там, если мы говорим про Российскую империю, да, она перманентно вела войны там на разных территориях, то есть это, и поэтому современный человек, конечно, ну, в этом смысле очень сильно изнежен. Ему кажется, что вот все, что мы сейчас как бы получили, это является нормой, полное отсутствие страданий. Человек того времени мыслил совершенно иначе. И, конечно же, для него вот эта религиозная идентичность, она стояла на первом месте, потому что единственное, скажем так, про это говорил Карл Маркс, опиум для народа, то есть это была религия. То есть единственный способ, получается, Кому можно довериться. справиться с этой ужасной, Мгм. получается, хаосом, это только был, да, Всевышний, потому что все остальное — это как бы этот. Мы сейчас, конечно, мы даже сейчас скуки не испытываем. Ну, то есть Мгм. мы в любой момент можем, получается, Живем в телефон. постоянной стимуляции. Да-да-да. То есть и мы как бы живем в рамках иллюзии, что все это норма. Может быть, для нас, может быть, нормой как раз является отсутствие Мгм. этого комфорта. Некая аскеза, Ну, в может том быть. числе аскезы, да, это в том числе. То есть, ну, раньше там люди не выбирали аскезы, не аскезы, у них просто Мгм. ничего не было. Мгм. Это этот, Да. все жили, ну, как бы плохо. То Мгм. есть, может быть, там, то есть 1%, который имел какие-то возможности, привилегии. Ну, башкир, кстати, этого не было. То есть у башкир, допустим, не было аристократии. То есть в Мгм. том смысле, как мы понимаем это, допустим, про русскую культуру, да, то есть где было вот высшее дворянство, Мгм. которое имело возможность заниматься, ну, как бы сейчас сказали, модным словом, саморазвитием. То есть читать книги, изучать музыку классическую, Ну, кто-то изучать может иностранные языки, поспорить с тобой, путешествовать. Но что, не знаю, вот, допустим, то же самое образ Валидии, то есть там от их, Англер Абдулла Саиди, да, там, ну допустим. это же потом же уже. А я говорю там, условно говоря, Ты 18 век. То есть когда 18 век. еще там, допустим, 19 век, конец 19 века, там уже, да. Когда, Башкирские старшины, да. когда уже, да, получается, начали выделяться какие-то эти, да, Мгм. группы людей, которые имели возможность, ну, как там, дать своим детям хорошее образование, там, отправить их учиться, в том числе за границу. Мгм. Были, да, такие случаи. А до этого, то есть, получается, люди, да, вот, высшая аристократия, она имела возможность там у европейских народов своим детям дать самое лучшее образование. И за счет этого появился, да, 19 век, век русской культуры, да, когда, получается, люди могли, собственно, довести эту культуру до самых высоких вершин. Мгм. Мгм. Мы с тобой хотели поговорить про образы, Мгм. которые появились, допустим, в 20 веке, непосредственно, допустим, если взять образ Салавата Юлаева. На сегодняшний день определенные события, то есть создают место для тревожности. Там, в частности, вот буквально недавно убрали, демонтировали памятник для реконструкции. То есть у народа, естественно, все равно есть определенные сомнения.
Вот, здесь будет несколько вопросов. Да, во-первых, как этот образ возник, потому что у тебя есть там более расширенное объяснение, и, так скажем, были и другие варианты, не только Салат Юлаев. Мгм. Но сегодня он не очень удобен для определенных лиц, так скажем, и М. носит, да, то есть другой нарратив. Вызывающий. Да. Да, образ Салат Юлаев. Салат Юлаев — это, как там Алексей Иванов сказал, да, норма башкирской идентичности. То есть, Собирательный образ, да, да? его невозможно отделить от Мгм. самой культуры, истории башкирского народа. Салат Юлаев, чем дольше памятник будет на реконструкции, тем больше будет образ. Еще это даже, кстати, ну, на пользу пойдет этому образу, если так мы говорим, чем люди будут видеть его отсутствие, и больше будут, ну, как Потому что называется, фокус внимания будет. да, конечно, как Мгм. бы этот, потому что Салат Юлаев на гербе, Мгм. это, ну, да, конечно, то есть Салат Юлаев это был один из многих генералов, как бы сказали, да, то есть крестьянской войны, Мгм. Емельяна Пугачева. То есть этот образ, который пережил самого себя. То есть в том смысле, что какие-то мотивации сейчас, ну, выглядят, ну, с точки зрения человека 21 века, там, условно говоря, там Салат Юлаев поддержал этого, Пугачёва? да, афериста, который, как бы сейчас сказать, который претендовал стать императором, самозванца, да. То Мгм. есть, ну, как бы мотив, ну, так себе, да, то есть есть официальный, формальный мотив. Ну, конечно же, то есть всё было намного более глубоким, да, то есть башкиры участвовали в крестьянской войне из-за как раз-таки серии противоречий, да, между русским государством и башкирами, да, то есть нарушением каких-то тех договоренностей, да, у которых были у башкиров с властями. И, конечно, да, то есть советская власть, действительно, которая, получается, ну, она конструировала, да, то есть в плане идеологии, да, что нужно был всем народам нужен был символ, да, который бы отражал те Мгм. нарративы, которые дает советская власть. То есть именно борьба с царизмом, в первую очередь. Буржуазами. Борьба, да, получается, привилегированных классов, там, дворянства, в первую очередь, с этими, да, с народными трудящимися массами, да. Мгм. Это понятно было все. И поэтому, да, там из многих героев, да, то есть, получается, выбрали наиболее релевантную фигуру. Там, ну, насколько я слышал, что, получается, изначально, получается, были даже мысли о том, чтобы сделать, героем Батыршу Алиева. Мгм. Но Батырша Алиев, он же мулла, Мгм. а представители реакционных классов. И представитель реакционных классов не может быть, как бы, ну, быть национальным А символом, в да, Советском советской Союзе власти. мулла, да. Да, мулла, да, то есть этот. И, соответственно, Саат Юлаев, ну, находился в этой, такой релевантной фигуре, да, там, которую они там выбрали, да, и сделали его как бы главным символом. Хотя, конечно, там он был, ну, скажем, там один, ну, там, там, если была вершина, там Кинзи Арсланов был, да, Каранай Муратов, Мгм. который внес тоже, ну, Весомый вклад. весомый вклад в эти, да, то есть, в победы, да, в крестьянской войне. И, то есть, ну, ну, как-то вот они там посовещались, решили, что Салат Юлаев отражает те смыслы, которые больше всего Мгм. нужны, да. И потом уже, получается, к этому, появился, да, ну, то есть этот Салат Юлаев как образ начал дополняться разными необходимыми этими историями, да, то есть как бы Фильм, роман, да, да, роман Степана Злобина, фильм Яков Протазанов, да, Салат Юлаев. памятник. И потом уже, да, больше, там, в 50-е годы памятник, да. Авторы все не башкиры. Да, автор самый интересный, да, не башкир. То есть потом, да, Инга Михайловна Гвоздикова, Да, да. главный исследователь салаватовед, тоже. И в итоге, да, то есть вот Салават Юлаев стал больше, чем просто сама биография. Мгм. То есть вот этого человека. И это как бы абсолютно нормально. То есть как бы у нас же нет то же самое как бы вопросов относительно каких-то других народов. То есть получается в этом, что он так конструируется. То есть он намного это, ну, то есть он упростился, Мгм. он, по сути, как бы, что сейчас Салат Юлаев? Салат Юлаев как раз вот этот памятник. То Мгм. есть люди, когда мыслят о Салавате Юлаеве, не мыслят его как-то в это, В да, как историческом плане, в а именно историческом больше. плане. А вот он воспринимается как вот этот символ, да, то есть конь, стоящий высоко на горе, да, Мгм. и и всадник на нем. А какие сегодня противоречия именно вот если мы берем, ну, со стороны власти, получается, да? То есть в чем есть определенные противоречия? Что им не нравится, возможно? Ну, я не говорю, что мне нравится, это получается, да, общая такая как точка зрения, да, что мы же как бы каких-то документов не видим, да, то Ну есть да, если будет какой-то документ, мы как историки, да, должны оперировать фактами. документами, фактами. То есть если будет, да, какой-то вот, условно говоря, со стороны именно представителя власти,
То есть такое высказывание, да, Мгм. официально подтвержденное не слух в телеграм-канале, да, а вот именно реальный факт, что Ну, власть высказывается против. Да, мгм. но есть это именно, ну это же как раз интерпретация народа, да, что Салат Юлаев, да, входит в противоречие, да, то есть с этим, Потому что получается, с образ текущим. борца против режима, да? Типа, да, да, такого. Да, то есть, и поэтому, ну, мы можем видеть, да, что образ, допустим, там, Шеймуратова, да, действительно, он там инструментализируется, Мгм. что активно, получается, есть, получается, поддержка, да, то есть Ну, человек со лояльный власти, больше, то есть ага. военный, тем более в текущих реалиях. Ну, он объективно герой войны. Я тоже Шеймуратова тоже считаю героем. То есть Мгм. он как бы, потому что я не вижу здесь, ну, естественно, есть какая-то дополнительная подсветка, да, то есть Мгм. со стороны власти, чтобы сделать его политика памяти, да, то есть Мгм. такая есть политика, получается, некоторых героев, Мгм. и это всегда было, да, то есть, получается, да, в 90-е годы, допустим, образ там Закива Лиди в политике памяти был, ну, самым Сильный, важным, да. самым сильным образом был, потому что была как раз такая демократизация, либерализация, отец башкирской автономии, то есть Мгм. и он, и, получается, другие герои, которые вот этого времени, там, Абдулкадир Инан, да, то есть, и другие, да, то есть они были как бы частью вот этого общего э, э, процесса, который как раз Мгм. ложился на Мгм. те процессы, которые были в этом В башкирском те время обществе. проходили, да, то есть Да. национализация, национальные организации, автономия, республики, Мгм. парад суверенитетов. Окей, а здесь, Я да, хочу добавить, что мы можем поговорить о том, чего не было. То давай. есть вы смотрите, и помимо того, что мы можем сказать о том, хорошо отследить то, что есть, но на самом деле политика памяти должна быть намного шире. Мгм. По крайней мере, если на уровне общественных организаций, на уровне каких-то других, да, и на уровне власти в том числе, могут быть, получается, некоторые важные страницы должны, наоборот, получается, получить подсветку. Мгм. То есть, допустим, скажем так, это джадидизм Мгм. конец 19-го, начало 20 века, потому что не было бы там ни Шахзады Бабича, ни Закива Лиди, ни многих других героев, есть либо вот этих 20-х, в том числе и там среди представителей советской власти, которые активно уже развивали Да, новый давай подход. раскроем здесь штадидизм, то, что это реформа, по сути, ислама, то есть приход некой светскости в образование, да, то есть вместо, допустим, заучивания Корана, уже понимание смыслов, да, священных писаний, если я правильно понимаю. Но там намного, получается, в том числе и это, то есть, получается, в конце, во второй половине 19 века все народы Мгм. Российской империи испытывают, ну, такой подъем, Мгм. потому что реформы, начинается очень сильный экономический подъем, и люди, у которых есть как бы возможности там, Мгм. они начинают активно заниматься тем, что строят медресе, вкладываются в образование, строят школы, Мгм. строят, получается, помимо религиозных организаций мечети, да, и, как говорят, то есть открылись ворота этого иджтихада. То Мгм. есть начинает, получается, да, больше смыслов в это, да, то есть смыслы, которые были направлены на, ну, на ту реальность, которая была тогда, то есть на современность, да, то есть там выходят там журналы, там, «Вакыт», да, то есть которые, Мгм. получается, время, в котором, получается, говорится о том, что мусульманин может, например, иметь машину, Мгм. может, допустим, ну, как бы что это не является какой-то, Мгм. ну, не является каким-то грехом, да, и какие-то другие важные нарративы, которые, получается, способствуют тому, что, ну, люди пробуждаются, да, то есть Мгм. как-то ищут себя, как-то хотят продвинуться, да, то есть в плане. И здесь большую роль играют именно, ну, как бы, 2 роли. Это учителя, которые в этот момент появляются, или Мгм. образовательные деятели, и бизнесмены. Как бы, ну, тогда купцы, да, понятное дело, которые активно, поддерживают, получается, вот эти начинания. И, Мгм. собственно, в этот момент именно Уфа является таким, ну, пиком. Мгм. Ну, то есть Уфа, потому что центр, муфтията, Ислама, да. центр ислама в России. И здесь, получается, открывается очень много медресе. Медресе Усмания, да, то есть, Мгм. в котором Заки Валиди как раз работал, ну, как бы сейчас назвали завучем, что-то Мгм. такое. Медресе становится центром общественной культурной жизни. Люди собираются там, общаются, размышляют. Мгм. В этом смысле появляется, да, в том числе там мысли о национальном каком-то самосознании. На фоне, ну, то есть достаточно,
мягкой политики относительно там, Николая II, то есть не то, Мгм. что мягкой, он так нерешительный, да, то есть это все все начинает активно обсуждаться. И, конечно, да, то есть Россия, и это место, это время же всех, просто время всех идейных таких течений. То есть, получается, Мгм. социально-демократические, да, то есть большевики, коммунисты, тоже начинаются, либералы, да, там, кадеты, получается, Серебряный век, да, то есть богемы. Мгм. То есть это прям, ну, такой как бы такой интеллектуальный взрыв происходит. Ну, и интеллигенция среди башкир начинает появляться в это же Да, время. да, Очень да, городская интеллигенция, да, городская это интеллигенция, да, именно. да. Мгм. Говоря про образование, то есть здесь постепенно переходим к тому, что у тебя тоже есть там книга, допустим, «Дух лицея». Ты особое внимание уделяешь там и сравниваешь. Я полностью книгу не читал, то есть какие-то отрывки я помню. Там, допустим, Царско-сельский лицей, да, то есть где Мгм. вышел, ну, поэт, дипломаты, воины разного уровня. И даже если брать там, допустим, на данный момент РБЛИ, Республиканский башкирский лицей-интернат, то мы тоже видим активную сеть выпускников по всему, не только по России, но и по Центральной Азии, в Европе и так далее. Предприниматели, бизнесмены, общественники, очень разные. То есть видно, что среда довольно интересно на них повлияла, и среди них есть очень влиятельные люди. Мгм. Вот, про что твоя книга и почему именно, то есть, допустим, образование на них, каким образом лицей на них так повлиял, что они становятся такими? Мгм. Ну, вообще, то есть первые такую штуку придумали как раз-таки иезуиты. Соотношение светского и религиозного образования делать, которые как Мгм. раз-таки, ну, в итоге стали главной доминирующей силой, да, в Европе там. Потом, получается, у них эту, ну, там, подсмотрела Российская империя и сделала такой царскосельский лицей, свою кузницу кадров. Мгм. Кадры, где воспитываются представители элиты. То есть нужно, то есть, условно говоря, дети императора, окей, воспитываются дома, а есть, получается, дети, которые, получается, будут воспитываться, ну, здесь. Это будут самые, мы их, Мгм. получается, дадим им необходимые ресурсы, дадим им хороших учителей, самых лучших. И в конце концов, получается, за счет того, что такие умные, отобранные юноши находятся вместе, они находятся там круглый год, вместе общаются, происходит такое, как бы, вот этот, более такая интенсивная среда. Дальше, какая получается, что еще, какие положительные вещи происходят? В том смысле, что они, воспринимают это пространство и своих одноклассников как братьев уже, Мгм. вступают в горизонтальные отношения такие, да, то есть, очень, ну, такие интеллектуально возвышенные, да, со своим кругом. И в конце концов, да, то есть, когда они уже выпускаются, да, то есть они на голову опережают своих остальных ровесников. То есть в истории Башкортостана, мы можем, если мы переходим, да, то есть это как раз-таки вот эти медресе Мгм. до конца 19-го, начала 20 века, да, которые Мгм. тоже создали такую среду. Потом, получается, это там все-таки Башкирская республиканская гимназия-интернат, Мгм. который сейчас имя Рами Гарипова, да, в котором тоже учились представители Мгм. там писательской интеллигенции и так далее. То есть, ну, много таких. Ну и там, и да, ну и башкирский лицей. Как ты думаешь, на сегодняшний день это все так же работает? То есть создаются такие комьюнити или Нет, все-таки, потому что сейчас, как бы, возможно, интернатная система сама себе, ну, изжива? она не то что изжива, она наносит, ну, как бы вред психике. Мгм. Потому что, На примерах? ну, потому что ребенок должен воспитываться дома. Мгм. Воспитанием ребенка должна заниматься семья, Мгм. родители. Лучше всего, если я бы дал совет, чтобы отцы занимались воспитанием Мгм. ребенка, да, больше, тогда будет больше пользы. Это, но, ладно, ну, конечно, надо понимать, что для многих людей интернат — это шаг наверх. Потому что если у них вокруг среда нездоровая, то тогда, конечно, для них интернат — это шаг наверх. То есть это будет, если у них там, допустим, не знаю, там соседи алкоголики или там родители там ими не занимаются вообще, то тогда попадание в такую среду для них будет шаг наверх. Однако в семейных отношениях, то есть ребенок, который воспитывается в интернате, он многое теряет. Он не видит, как, получается, ну, правильно взаимодействует, допустим, муж с женой, Мгм. братья. Он должен видеть вот это все. Он оторван от домашних животных. Мгм. Он оторван от, ну, от реальной жизни.
Но с другой стороны, у них, когда они находятся, в книге тоже пишут про, точнее, я видел статью про праздничество, то есть как в Царско-сельском лицее убирали праздничество, чтобы у них не оставалось свободного времени на что-то плохое, потому что ребенок еще не осознает, чем заниматься, и он это время потратит впустую. И чем больше его график сильнее наполнен какими-то другими активностями, тем более продуктивнее он будет, условно говоря. Мгм. Да, отсутствие праздности, это важно, чтобы ребенок был занят. Ну, как бы этот же совет Но не дома это не универсален. всегда так. Да-да-да, это не всегда так, это отсутствие универсальности. Поэтому Мгм. намного важно вот именно, то есть, повышать уровень семейной культуры Мгм. в целом. То есть именно повышать роль именно в первую очередь, конечно, отцов в воспитании детей. Мгм. Потому что если отцы занимаются своими детьми, то тогда Здесь имеется в виду и про воспитание мальчиков, и про воспитание девочек, без разницы. То есть, ну, ну, в вот целом отцы, да, мало участвуют в нет, воспитании, потому практически не что участвую, да. работа, еще какие-то заботы, там М, после работы устает, и, естественно, фокуса мало. да. Если мы, допустим, говорим про семейную культуру башкир, то есть в башкирской культуре в целом отцы достаточно мягко относились к своим детям. Мгм. То есть они не были там жестокими тиранами, которые там детей избивают, да, там или мучают. Однако э, нету вот этой как бы культура передавалась, ну, понятным образом, Мгм. что отец учил тому, что знает сам, и поэтому дети так или иначе все равно воспринимали культуру. Но Мгм. сейчас этого уже нету. Сейчас дети намного важнее, если, да, отец проводит с детьми время, там, возит их куда-то. Вот это вот, ну, упущение, что городская культура башкира, она только начинает Мгм. собираться, складываться. То есть, люди, которые переехали из сельской местности, то есть у них пока еще нету вот этого потребления, пока еще, ну, оставляет желать лучшего, и нужно вот развивать уровень культурного потребления. Мгм. То есть, Есть еще понятие вот, институт наставничества, там, аталычества, по-другому это называлось, когда мальчиков отдавали на воспитание, там, условно говоря, некому наставнику, мгм, который там потом только, после, то есть был образ, авторитетный образ наставника, от него мальчик получал воспитание и уже потом, условно говоря, возвращался в семью. Насколько это сейчас, по твоей, то есть как ты думаешь, это практикуемо ли на сегодняшний день? это практикуемо, если отцу нечего передать своим детям. Это скажет: "Я не знаю, как у меня нет своего собственного проекта. Мгм. Пускай мой ребенок станет частью какого-то другого важного проекта". Мгм. То есть отдать ребенка, допустим, допустим, если у него более успешный, допустим, там дядя, брат, там какой-нибудь бизнесмен, и ребенок Мгм. туда идет, там, он практикуется, все всему учится, да, в реальном деле получает Мгм. необходимые навыки и получает, то есть то карьерное преимущество, ну, вообще в жизни, да, которое ему нужно. Или, допустим, там, если ребенок полностью не разделяет, ну, скажем так, м, э, дело отца, Мгм. допустим, там, не хочет, допустим, отец занимается там наукой, а ребенок говорит: "Нет, я хочу стать бизнесменом. Мгм. Мне неинтересно заниматься наукой, я хочу вот двигаться в бизнесе". И это будет, ну, как бы разумно, да, если отец отдаст его, тому, на бизнесмену. Мгм. На какие, ну, понятное дело, ненадолго, но какую-то практику он может им организовать. Возвращаясь к событиям последних лет, допустим, их достаточно, можно просто перечислить, да, условно, от 20 год, там, начиная от событий на горе Куштау, потом 24 год — это события, январские события в Баймаке, да, опять же, там, есть негативные, есть и позитивные события, да, допустим, то, как, выстреливает, башкирский трек "Айола", да, можно по-разному, опять же, относиться к этому. То есть тоже есть очень много разных мнений. Естественно, там, не знаю, глобальные события геополитические, которые происходят там между Россией и Украиной, где-то там еще на Ближнем Востоке, их достаточно много. То есть мы видим, как там какой-то кризис, да, то есть во всех, как и локальные, так и более глобальные. Если так обобщенно брать, как ты на них реагируешь вообще? Мгм. Ну, и в контексте башкирского этноса, я Мгм. прям про глобальное не буду говорить, то есть очень Мгм. много спикеров на эту тему, и вертикально, и горизонтально, и вдоль и поперек со всех сторон обсуждают эту тему. В контексте башкирской культуры можно сказать, что, ну, культура пульсирует, Мгм.
Получается, есть, какой-то вот эта динамика развития культуры, да, у людей есть запрос на справедливость, и Мгм. люди так или иначе, ну, как-то, ну, так ее манифестируют Ну, то есть свою. ты не говоришь, что сейчас стагнация, да, ты все-таки говоришь, Да, что я вижу, что культура пульсирует, да, то есть она как-то, люди себя проявляют как-то. Я вижу, что здесь, опять-таки, очень сильное вот влияние именно религиозного компонента, да, то Мгм. есть именно, что среди тех людей, которые, ну, как бы активно реагируют на это люди ну, как бы С духовными взглядами. да, то есть, ну, ярко, активной, видной религиозной позиции. То есть это Мгм. как бы это же это факт, то есть это видно, то есть по тем людям, да, которые, скажем так, стали в центре внимания. То есть это люди, они об этом публично говорят, Мгм. это заметно, да. И значит, это является очень, ну, сильным, значимым фактором, который их побуждает к тому этому. То есть, собственно, да, и в культуре то же самое. То есть люди, как те, которые так или иначе, даже мы, если мы посмотрим музыкальную индустрию, Мгм. людей, среди которых там, условно говоря, совершают намаз, ну, как бы их процент выше, чем, допустим, чем среди обычных жителей Мгм. Башкортостана. То есть очень много групп, у которых они сами верующие, да, музыкальные группы. В Мгм. целом, я так считаю. То есть, значит, я могу, ну, сделать вывод, что их как бы религия в том числе заставляет как бы их творить. Мгм. То есть дает им, ну, им дает какое-то вдохновение ну, для того, чтобы создавать какие-то смыслы, Мгм. выраженные в музыке. Мгм. Интересно. А как ты ну, на сегодняшний день ты занимаешься прогнозированием будущего у тебя вообще? Насколько реально это? Ну, то есть, на сегодняшний день я понимаю, что много черных лебедей, да, получается. Вот, Мгм. а ты, занимаешься подобным? Нет, прогнозированием будущего я не занимаюсь. Я считаю, что просто каждый человек... свожу все к индивидуальной ответственности. Ну, Мгм. каждый должен, получается, сам делать то, что должен. То есть, ну, создать, да, условно говоря, в кавычках, свою Мону Лизу, Мгм. если так можно, да, то есть в том деле, которым он занимается. Но если, допустим, лично смотреть, через твою призму, ты все-таки планируешь оставаться, я так понимаю, в Центральной Азии, здесь продолжать карьеру, учиться, развиваться, ну, условно говоря, работать. Я планирую заниматься наукой. Если ну, как бы это мое основное дело, и я Мгм. планирую заниматься наукой. Это мое, Центральной Азии. ну, не обязательно. Мгм. То есть это как бы, ну, самое главное, ну, то есть моя основная вот идентичность профессиональная, она связана с наукой. И Мгм. если будет возможность заниматься наукой, в том числе в Центральной Азии, я буду. Просто дело в том, что в науке, ну, все очень, медленно набирается репутация, Мгм. медленно набираются эти. То есть вполне возможно, что я буду в Центральной Азии, потому что, ну, здесь я как-то вложился, строил какие-то там социальные связи с учеными, с другими коллегами, людьми, которые занимаются смежными темами. Мгм. Если будет, если я увижу, да, что в другом месте будет возможность, заниматься наукой более эффективно, может быть, я двинусь дальше. Но Вот. опять-таки, то есть мои как бы я же вписан, то есть у меня ходят дети в школу. Мгм. То есть, Ну, местную культуру ты имеешь в виду. да-да-да. Мгм. Но, скажу так, что да, Центральная Азия, Кыргызстан, в том числе, Вот это очень глубокое приятное место. За 3 года жизни в Центральной Азии ты можешь сравнить и Башкортостан, в котором ты жил, то есть, Мгм. и не был в Центральной Азии, часто 3 года здесь прожил. Насколько, на твое мнение, то есть человек, который живет, ну да, сегодня в Башкортостане, является частью вот этой вот общей культуры, Центральной Азии, то есть этих стран, или не является вообще, то есть он изолирован от этого, как ты думаешь? Мгм. Надо ли интегрироваться, либо, да, то есть, в эту культуру? Ну, у меня здесь не будет каких-то там, я насчет этого не думал. Я думаю, что нужно выстраивать со всеми связи. Мгм. То есть, в целом, как бы, ну, если вот тоже башкирская культура в том числе стремится, как бы к какому-то оздоровлению, да, то есть она должна со всеми, да, взаимодействовать, она должна всем быть открытой, то есть она должна показывать себя, да, то есть стремиться. И, то есть, допустим, я говорю же, вот наука, она вообще международная. Мгм. То есть, как бы здесь нету каких-то именно границ. Там культура то же самое, да, то есть, да, есть, естественно, там один какой-то там трек залетел Мгм. на территории Центральной Азии в большей степени, да, то почему, ну, башкиры могут создавать, писать свою культуру и на других языках, и Мгм. как бы,
Допустим, там Чингиз Айтматов писал на русском языке, но он это его не уменьшило его роль, да, то есть оно в этот Мгм. как писатели. То есть Мгм. и башкиры могут писать на русском языке, писать произведения, рассказывать о своей культуре на русском, на английском языке, на других народах. Мгм. Но ты все равно в какой-то мере живешь на чужбине, то есть, хотя и да, тюркская земля, и там ты же тоже мусульмане, но как ты, допустим, представляешься, то есть насколько люди знают, что ты там представитель этого этноса, то есть какие общие культурные элементы, о чем ты говоришь? Ну, здесь люди же как бы смеются, то, что вот именно еда, когда им говорят, что вот Дальше? бишбармак, да, что-то там курот Ага. или какие-то другие, это, конечно, не является элементами общей культуры. Мгм. То есть это, да, для них это странно. Потом мы же помним, что, получается, когда я им хочу рассказать про Мгм. Башкортостан дополнительно, да, я говорю, что есть общие такие культурные теги. Допустим, Ишанали Арабаев, выдающийся представитель кыргызской педагогики, один из отцов-основателей кыргызского Мгм. государства, он э, учился в медресе Галия. Мгм. Медресе Галия закончил. То есть и в Уфе. То есть первые тоже как бы его там некоторые книги, они выходили в Уфе в издательствах. Потом, получается, когда кыргызы двигались с Алтая, часть из этих, вот этого, возвращались обратно с Енисея на эту территорию. Они, получается, часть этого народа двинулась, ну, на запад, да, то есть и Мгм. осела на территории Башкортостана. Поэтому есть и племя, да, и какие-то топонимы, связанные с кыргызами. Мгм. Вот Мгм. это как бы, ну, такие точки можно, рассказать, да, то есть именно в плане такой общности двух народов. Да, да, я хочу еще раз вернуться к теме там Башкортостана. В частности, вот вспомнил, что там, допустим, до 2018 года, в какой-то мере внутренняя политика в Башкортостане была, то есть, выстроена немножко другим образом, да. Все равно до вот этого момента времени как таковых, ну, элементы репрессий были, но после 18 года они кратно увеличились, и как будто бы, а, с с одной стороны, да, они негативно повлияли на общество, с другой стороны, наоборот, они побудили некую, то есть мягкую силу, как-то начала проявляться, да, культурные элементы, аспекты, противостояние, возможно, среди там даже обычных людей, там, жителей сел стало больше. Как ты это объясняешь? Ну, я объясняю это, с одной стороны, упрямством башкирского этноса, Ага. потому что башкирский этнос, ну, как раз-таки он привык реагировать эмоционально, очень реагирует, ну, на то, что он считает справедливостью, то есть очень болезненно, и поэтому это, ну, естественно, вызывает, наверное, обратную реакцию. Мгм. Вместо, получается, э, вместо как бы ожидаемого послушания вызывает, наоборот, как бы, ну, раздражение или, допустим, ну, Мгм. непокорность, да, какую-то. И завершающие вопросы, да, то есть у тебя после того, как уехал из России, а, какие-то социальные горизонтальные связи ты здесь уже налаживал, у вас есть какой-то комьюнити, как ты держишь связь, так скажем, с друзьями, родственниками, то есть как ты вообще проводишь, условно говоря, даже досуг, насколько разнообразна жизнь в Кыргызстане, Бишкеке? Ну, жизнь, как бы, э, сложно назвать. Но разнообразная у меня как бы очень Мгм. такая понятная работа. То есть я утром еду на работу, то есть выполняю какие-то операции, да, то есть работаю там у меня, собственно, преподавание, да, или какая-то просто работа с документами, да, а вечером возвращаюсь домой, у меня, ну, на выходные я стараюсь проводить время с семьей. Если кто-то, Мгм. ну, после 22 года, то есть люди многие начали активно приезжать в Кыргызстан из Башкортостана. Мгм. То есть, и когда они сюда приезжают, да, ну, Как ты они думаешь, предлагают. это благо или... Ну, это это тоже от каких-то открытий горизонтов новых, то есть Мгм. тех вещей, которые... потому что Центральная Азия, да, для россиян в целом была таким слепой зоной. Мгм. То есть люди, ну, оценивали в целом всю Центральную Азию, ну, неправильно, да, то есть они ее исходили из каких-то стереотипов.
А сейчас они как бы, да, увидели, да, что как бы это Центральная Азия бешено развивается, то есть Мгм. экономически, демографически, да, то есть есть взрыв, социально, то есть миру открыто, да. И это вот такой, и, конечно, да, то есть некоторые здесь, получается, бизнесом занимаются, Мгм. да, то есть что-то пытаются организовывать. Какие-то, да, научные связи выросли, экономические связи. И в перспективе, да, я думаю, что это, конечно, хорошая Ну, в любом вещь. случае, здесь, мы все понимаем, да, элементы автократии, то есть, насколько бы, да, они есть, но можно заметить, что несмотря на то, что здесь элементы автократии, да, у них большой плюс того, что народы Центральной Азии, у них они могут сохранить первым делом свой язык, вторым делом это популяцию, численность населения, третье это культура, да, в любом случае демократизация, она, возможно, идет, но не так быстро, как, народ хотел бы. Мгм. Как ты думаешь, так ли это? Или Ну, конечно, естественно, независимое государство, как Мгм. любое, оно, естественно, обладает монополией на внутреннюю политику, оно Мгм. обладает полноценным суверенитетом. И, конечно, у него, ну, естественно, Мгм. возможностей больше для осуществления там своей культурной политики, да, Мгм. для развития науки, там, Мгм. техники и так далее. Окей. И напоследок, возможно, будут какие-то пожелания, мысли, которые ты еще хотел бы сказать, тем, кто нас посмотрит, послушает. Ну, э Ну, есть, пожелание в том, чтобы, да, то есть вот эту развивать внутреннюю субъектность. Давай раскроем это Ну, понятие. то есть, как бы, получается, мы же говорили вот с понятия мы говорили, исходили из понимания того, что такое ресентимент, Мгм. то, что башкиры, получается, вот находились долгое время, получается, ну, в таком в Мгм. этом. И когда человек воспринимает себя не как объект, как субъект, то есть, что когда меня обидели и мне должны, да, то есть мне что-то. То есть в этом смысле полным исцелением будет, когда человек сам найдет способ, ну, себя проявить, Мгм. создать что-то свое, развивать свое. Мы видим очень много в Башкортостане, есть очень много хороших кейсов, то есть люди, которые что-то там делают, да, то есть как-то развиваются, снимают кино, там делают там издательство, то есть развивают язык. Не просто говорят об этом, да, а действительно просто делают Мгм. какие-то дела, на этом, в спорте, да, в культуре, в науке и в образовании. То есть Мгм. эти люди есть. Ну, люди эти с разными позициями, может быть, идейными, прямо противоположными, но у них есть какое-то вот это вот стремление, да, к вот достичь каких-то вот этих вершин. Мгм. И, ну, задача, получается, вот эти, поощрять, задача, поощрять это в своих детях. Мгм. Тогда я думаю, что через какое-то время, да, то есть, наша культура получит новый импульс. Мгм. Спасибо большое, Тимур. Рад был пообщаться.